Ярославскому принадлежит ставшая знаменитой в Советском Союзе фраза «Борьба против религии, борьба за социализм». Ярославский был редактором журналов «Безбожник», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка». Он выступал за запрет на исполнение церковной музыки и составлял списки запрещенных книг, в которые вошли произведения Платона, Канта, Толстого, Достоевского. И за ярую активность сторонника Ленина после революции центральной улице Якутска под названием Полицейская было даровано новое имя – улица имени Ярославского. А на этой улице располагалось Якутское полицейское управление. Также рядом с этим полицейским управлением и находилась пожарная часть города Якутска. Вот эти вот части вот этой пожарной части, остатки этой пожарной части можно было еще увидеть еще в начале 90-х годов. Полицейское управление, к слову, находилось на месте, где сейчас располагается этот высотный жилой дом. А попал Ярославский в Якутию в 1913 году. Находясь в ссылке, большевик продолжал свою революционную деятельность. Открыл тайный литературный кружок «Кискиль», слушателями которого стали Аюнский, Неустроев, и позже к кружку присоединился Максим Амосов. Кстати, все вышеперечисленные в то время были воспитанниками реального училища, здание которого и по сей день находится на улице Ярославского. Насколько я знаю, что вот здание реального училища, оно к столетию Якутской ССР, то есть это к 2022 году, стоит в плане реставрации. То есть это будет финансировать ее и Российская Федерация, и наша республика. И что будет там? А то, что здесь будет, пока еще я не могу сказать, но, скорее всего, это же все-таки учебное заведение, то есть это большие аудитории. А угол Ярославского, Кулаковского горожане знают как место нахождения прогимназии, где некогда получили среднее образование те же Аюнский, Амосов, Барахов и другие. Какова судьба прогимназии нашему герою неизвестно, ведь пожар 2 года тому назад уничтожил 80% здания. А между этими двумя домами находится знаменитая на весь мир шахта Шергина глубиной в 116 метров. История колодца началась еще в далеком 1828 году, но об этом мы расскажем вам в другой раз.